Ассаламу алейкум. Это информационная программа «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Укрепление отношений и обсуждение совместных проектов. Владимир Путин побывал с плановым визитом в арабских странах. Сопровождал его глава Чеченской Республики. Нам надо дружить и развивать отношения. Дуа за всех мусульман и особенно за Палестину. Рамзан Хаджи Кадыров с членами команды совершили паломничество к святым местам Мекки и Медины. Воистину, Аллах с терпеливыми. В Чеченской Республике простили кровника из Ингушетии. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Адам Шахидов. دعدر ثاني الله دال حس ولا ثاني الله دا طولم لبوخ وزي سيل عوش وجه الله دال شيء يلشنا مواستنشتها الله دال طولم لويل ويبوسم داخل دال شيء يلشن أمة عليه الصلاة والسلام تحبرت بنا مواستنشت يحتول دويله. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. Президент Российской Федерации посетил Объединенные Арабские Эмираты. Там состоялась встреча лидера нашего государства с Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахаяном. Стороны обсудили экономические и политические вопросы. Сразу после Владимир Путин с делегацией направился в Саудовскую Аравию. Верховный главнокомандующий России заявил, что развитию дружественных отношений между Москвой и Эр-Риядом ничто не сможет помешать. Сопровождал главу государства в этой значимой поездке Рамзан Хаджи Кадыров. Все подробности в нашем следующем сюжете. Российскую делегацию во главе с президентом страны в Объединенные Арабские Эмираты встречают на самом высоком уровне. Небо над президентским кортежем украшает российский триколор. В составе делегации находится и глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Отношения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами носят исторический характер. Последние годы они активно развивались в различных областях в интересах обеих стран, говорит наследный принц Мухаммад бен Заид Аль-Нахаян. Он подчеркивает, что глубоко ценит роль Владимира Путина в укреплении сотрудничества. Вначале хотел бы отметить, что отношения между Российской Федерацией и ОАЭ имеют исторический характер. وشهدت خلال السنوات الماضية تطورا مستمرا في العديد من المجالات التي تهم البلدين والشعبين الصديقين. В последние годы отношения активно развивались в различных областях в интересах обеих стран и народов. В свою очередь, Владимир Путин поздравил жителей Объединенных Арабских Эмиратов с прошедшим Днем независимости. Президент России также отметил, что отношения между двумя странами вышли на более высокий уровень. Я хочу вас поздравить с этим и хочу вспомнить, что Советский Союз был одним из первых, кто признал независимое, самостоятельное, суверенное государство. Сегодня наши отношения, благодаря вашей позиции, вышли на беспрецедентно высокий уровень. Арабский мир поддерживает политику президента России. Между нашим государством и Эмиратами исключительно братские отношения, и данный визит Владимира Путина их лишь укрепит. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Арабский мир сегодня поддерживает, он, не все 100%, но 50% поддерживает наше государство, поэтому нам надо дружить и развивать отношения. Глава Чеченской Республики привел яркие примеры сотрудничества двух стран. В экономическом плане фонд открыли там Абу-Даби, имени Шейха Заида, построили там университет, построили пятизвездочный отель, построили, там вкладывают потихоньку, малый, средний бизнес, вкладывают деньги. И так дальше продолжаем. Есть интересные сейчас по разработке, в дальнейшем будет видно. Да. После посещения Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин отправился в Саудовскую Аравию. На встрече с наследным принцем президент России заявил, что отношения между Москвой и Эр-Риядом будут только улучшаться, и ничто не сможет этому помешать. Ваше Высочество, прежде всего хочу вас поблагодарить за приглашение. Мы ждали вас в Москве. Ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений. И действительно, находясь здесь в регионе, с плановым визитом, воспользовался вашим приглашением,
приехать и пообщаться и с вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние 7 лет мы действительно активно развиваем наше взаимодействие. В завершении встречи наследный принц поблагодарил Владимира Путина за визит и выразил уверенность, что это не последняя встреча. Ислам Ершов, Аслан Висхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Рамзан Хаджи Кадыров совершил на этой неделе малый хадж. Вместе с ним были муфтий Салах Хаджи Межиев, помощник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов и другие официальные лица. Руководителя региона с делегацией встретили на высоком уровне, а по восторженным и ярким приветствиям паломников можно судить, что глава субъекта пользуется большим уважением по всему миру. После совершения умры чеченские паломники направились в лучезарную Медину. Там они посетили пророческую мечеть и совершили намаз возле могилы лучшего из творений, да благословит его Аллах и приветствует. Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками также прочитали дуа, в котором просили мира и благополучия для всех мусульман. В частности, молили всемогущего Творца о помощи Палестине. Родственникам бойцов, погибших на Украине, передали медали Героя Чеченской Республики. Указ о награждении посмертно подписал глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Вручение проходило в городе Аргуне, а также в Грозненском и Шатойском районах. В последнем награды близким погибших передал глава администрации муниципалитета. Он выразил слова соболезнования семьям бойцов, павших в бою. Далмалла донти огният я 60 цакодеш подчас белбоч тишамац ишеш донтан арбейхен бошниqatsa ик энти дабага милоч метядон кичбу дальнейшем далмалла иштол шумана со стороны администрации, со стороны муниципалитета, то, что им необходимо, им помощь мы готовы оказывать. После награждения сотрудники администрации Шатойского района установили памятные доски на стенах домов, в которых проживали бойцы. Также в честь погибших во всех школах района открыли мемориальные плиты. У нас вот не принято своего родственника хвалить, но у нас сегодня, как вы сказали, особый случай. Мансур с детства был таким своеобразным. Он выделялся и отделялся. Он любил свой народ, свою родину, свои обычаи, традиции. Сразу видно было, что человек как бы для какого-то подвига появился на этот свет. Как мы знаем, по воле Всевышнего ему суждено было попасть на ту землю и принять там достойную смерть. В Грозном состоялось примирение кровников. Обряд между семьями Иламовых и Хадзиевых провел заместитель муфтия Чеченской Республики Ансар Хитиев. Мудрость и терпение старейшин, участвовавших в переговорах, принесли свои плоды. Богословам удалось примирить враждующие стороны. Сюжет Дианы Хармуш. С именем Аллаха начинается обряд примирения кровников. Здесь собрались известные богословы региона, родственники и близкие враждующих семей. Примирение сторон возглавляет заместитель муфтия республики Ансар Хитиев. شدرجة مارشا داغيلة دالا شيسيد القرآن شحبوه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون دال القرآن شحبوه بق الله شا تعور يحشو يجري دو الله دال القرآن شح إتوا آل الرأ وين بق قأبوه ويبصل مناخلر وناخا الشيخ أمال دي حار الله حسن وكل بنسوة هردوجر دقهم ذر وين مغقر تقوير دقدو دالا شاتع ورد عدهقين شلط إعدال لردو الواتن ديلت ناقوست وين شلط إعا إدوتر تقوير الدقدات دوج يقع أتصل دقدو تقوير دال لردو الواتن. Рамзан Иламов был убит в результате ссоры и недопонимания. Попросить прощения пришли представители рода Хадзиевых и близкие родственники мужчины, от рук которого погиб человек.
تغن هيحتاج له شحمن شجر ويبوصل بوش اللي يقين على الحمد لله ويبوصل نهضوي يجي هالبوصل دوي سلطة عربي غلا نوشي من ريس دوي ديل إلشن ده ويلورش بونايح ده شجر دي ديخر دي وحمن دي شجر دي قندير دولار يا حمد. Благодаря усилиям духовенства республики представители семьи Иламовых смогли простить виновного. ونختي محكا مفتيات بولخوة أنصار حج قبول دي كاش ناخنا ديال إلتش أستاذ رياض خلصان مسارش جواه تخيوحي نتخون جواه طنبنا نيسان همدارير ديال قيدة سك داوير داور وان شو دال جيش دول تحت يواج خانة يمودل خاتم عجوينيقي نيس مدل دال برطع بولبوي. По поручению главы региона в 2010 году в республике была создана примирительная комиссия. Благодаря грамотной и взвешенной работе ее представителей большое количество семей, враждовавших долгие годы, смогли прийти к миру и согласию. Всевышний говорит, если вы будете снисходительно, проявите великодушие, простите их, то ведь Аллах прощающий, милосердный. Диана Хармуш, Адам Яхьяев, Аслан Висхаев. Неделя. В Шелковском районе Чеченской Республики ввели в эксплуатацию участок федеральной автодороги Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала. Последние 2 года на ней велась масштабная реконструкция. Проезжую часть расширили с 2 до 4 полос, а встречные потоки транспорта разделили барьерным ограждением. В прилегающих населенных пунктах обустроили автобусные остановки, установили электроосвещение и светофоры с секциями для пешеходов. Трасса является востребованным маршрутом. По ней ежедневно проезжает более 13 тысяч автомобилей. Традиционный приветственный гудок от колонны самосвалов знаменует открытие участка автомобильной дороги Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала, подъезд к городу Грозный. В Чеченской Республике масштабная реконструкция прошла от съезда к городу Гудармесу до выезда из Новощедринской Шелковского района. Трасса является востребованным маршрутом для грузоперевозчиков. Ежедневно по ней проезжает более 13 тысяч автомобилей. Старт церемонии открытия в режиме телемоста дает руководитель федерального дорожного агентства Роман Новиков. А руководитель Укравтодор Кавказ Александр Лукашук отмечает высокое качество проведенных работ. Дальнейшие планы у нас есть еще 15-километровая проектная документация, которая позволит от 70-го до Червленной 15 километров начать производство работ, также с увеличением пропускной способности, перевести двухполосную автомобильную дорогу в 4-полосную автомобильную дорогу, также с разделением транспортных потоков. Благодаря реконструкции дорога сможет выдерживать высокие транспортные нагрузки. На всем участке установлены бетонные ограждения, разделяющие встречные потоки. Это поможет значительно сократить количество аварий. Благодаря усилиям Рамзана Ахматовича, благодаря федеральному центру наши дороги становятся шире. Хотел бы поблагодарить всех дорожников, которые трудились на этом пути и трудятся, и чтобы они знали, что управление ГИБДД всегда им помощь. Многочисленные улучшения произошли и в населенных пунктах. В селе Коби и станице Новощедринской, через которые проходит автодорога, смонтировали линии электроосвещения и устроили 6 автобусных остановок с безопасными зонами посадки, уложили тротуарную плитку, а в Новощедринской появились 2 светофора с секциями для пешеходов рядом со школой и поликлиникой. Это обезопасит пешеходов, особенно в темное время суток. هونيق أتصل خزوين بيلبول فول هونيق سا شام سبوا شونيق خز إيز مدياز خز ديك إيز ديزر ويتشا هود أوان عدغر إيت مولدال تعبرك تيبين. Завершилось торжественное мероприятие вручением благодарственных писем. Их передали тем, кто принимал участие в реконструкции. А богословы Шелковского района прочитали зикр, восхваляя Всевышнего и благословляя его посланника, мир ему и благословение Аллаха. Шамиль Рисанбиев, Имам Юсупов и Ибрагим Батаев. Неделя.
В Грозненском филиале МГУ имени Ломоносова подводят итоги учебного семестра. Студенты одного из лучших вузов страны сдают зачеты и экзамены. Принимают их ведущие преподаватели университета. О том, как функционирует университетский городок, в своем сюжете расскажет Диана Хармуш. Ясмина Муцаева – студентка филиала Московского государственного университета в Грозном. Она учится по направлению менеджмент. По словам девушки, поступление в МГУ было ее заветной мечтой. О том, что в городе Грозном открывается филиал МГУ, я узнала этой весной. К нам в школу приходили, рассказывали, что открывается. И вот так я узнала, что появилась возможность, не выезжая за пределы, получить образование Московского государственного университета. 25 июля мне позвонили, сказали, что я поступила на бюджет. И это были непередаваемые чувства и эмоции. С каждым преподавателем у нас особая история бывает. Мы очень круто проводим время. То есть образовательный процесс происходит на высшем уровне. Декабрь для студентов месяц непростой. Это первая сессия. Учащиеся сдают зачеты и экзамены. Их знания проверяют ведущие преподаватели МГУ. Они каждую неделю прилетают в Грозный для обучения студентов. Главное преимущество, наверное, на мой взгляд, московские преподаватели. Мне кажется, что все-таки Московский университет всегда славился высоким уровнем образования, и все те возможности, которые получают студенты в Москве, в принципе, студенты здесь также имеют и могут получить очень достойное образование, при этом не уезжая далеко от дома. Ну и в целом, наверное, стоит отметить то, как все это реализовано. Очень качественная реализация кампуса, территории. То есть оснащение в целом все на очень-очень хорошем уровне. Для Чеченской Республики всего СКФУ открытие филиала МГУ в Грозном – значимое событие. Он стал первым в Северокавказском федеральном округе. Обучение здесь проходит по 3 направлениям – юриспруденция, менеджмент, прикладная математика, информатика. Также уже в следующем году планируется открытие еще 2 направлений – фармация и биотехнология. Первую приемную кампанию вуз провел этим летом. В филиал было подано больше 400 заявлений от абитуриентов. Обучение в лучшем университете страны, не выезжая за пределы родного края, стало отличной возможностью для студентов. Главное преимущество то, что по окончании нашего вуза студент получает диплом МГУ. То есть точно такой же диплом, какой он получил бы, если бы учился в Москве. Такой же диплом он получает. И еще самое важное то, какое образование он здесь получит. Образование здесь дают преподаватели, которые приезжают из Москвы. Блочно-модульный способ такой. Они приезжают, живут на нашей территории, потом их сменяют другие. Для учебы и проживания студентов в филиале созданы все условия. В планах вуза расширить количество факультетов по самым востребованным специальностям. Занятия будут проходить в том числе на производственных площадках региональных предприятий, а также на современных суперкомпьютерных комплексах МГУ. Диана Хармуш, Адам Арсенукаев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Грозном состоялась Всероссийская конференция. Основная тема – внутренний туризм как один из локомотивов развития регионов. Организатором встречи выступила общероссийская общественная организация «Ассамблея женщин-руководителей». В конференции приняли участие руководители различных организаций регионов Российской Федерации. Проведение собрания в Чеченской Республике способствует активному межрегиональному сотрудничеству в сфере туризма, отмечают спикеры. В нашей республике проходят уже давно мероприятия как республиканского, всероссийского, так и международного масштаба, как спортивные, научно-практические конференции, культурные мероприятия. И всем далеко и за пределами России интересна наша республика. Главой республики делаются огромные вложения в то, чтобы развивать туризм. В селе Мескер-Юрт прошла церемония открытия новой спортивной площадки. Там собрались местные жители, а также представители Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики. Автономная некоммерческая организация «Центр социальной поддержки «Вектор развития» реализовала этот проект в рамках конкурса грантов главы региона. Проект был направлен на создание благоприятных, безопасных условий для семейного отдыха. Такой интегративной площадки, на которой молодые родители смогут дополнительно получать психологическую помощь от членов нашей команды, специального психолога, инструктора по физической культуре и дефектолога при необходимости. Жители селения выразили благодарность в адрес Рамзана Хаджи Кадырова и всех тех, кто был задействован в строительстве спортивной площадки.
هر حال اشتياتر هالمسكين جو خز تاينا اشت سيخ هوقع غوشة خيتي بيري سمو داقش كيكي جير سمو داقش اشت سين غيرن بياش لو زرقش داش اشت غوشة خيتها مش سيرا سدعة حدا وحو شيعاتها. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. До встречи.